День рождения Ахмадхаджи Кадырова в республике один за другим открываются важные социально-экономические объекты, как очередное подтверждение правильности его пути. Одним из таких стал завод по производству систем сохранения энергии. Первый этап масштабного проекта позволил создать 70 высокопроизводительных рабочих мест. Персонал уже прошел подготовку в Южной Корее. На торжественную церемонию запуска прибыли высокопоставленные гости, в числе которых полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Олег Беловенцев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Действительно, бывает радостно, когда ты что-то строишь, открываешь. Мы привыкли в последние годы в республике все разрушалось. И были такие дни, что мы не видели просвет жизни. Благодаря Ахмаду Хаджи, его политике, благодаря всему российскому обществу во главе с лидером нашего государства, от народа, президента Владимира Путина, мы сегодня сделали так, чтобы наш регион стал привлекательным. И то, что мы сегодня открываем такой завод высокотехнологической науки, это говорит о том, что мы на правильном пути. И то, что вы сегодня приурочили, и вашим компаньонам из Кореи, и вам хочу выразить слова благодарности. Действительно, Ахмад Хаджи служил для народа, для государства и отдал свою жизнь в благо именно народа. Я желаю вам счастья, удачи, а то, что касается, чтобы довести его и запустить в полном объеме, мы будем для этого все делать. Нам нужны побольше рабочие места, чтобы заводы, фабрики работали. Удачи вам, спасибо еще раз. Проект реализован южнокорейской компанией «Коком» и Чечен-нефтехимпром. Общая мощность первой линии завода по производству литий-ионных аккумуляторов составит 30 мегаватт в час. Завод был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов правительства Чечни. Важность реализации подобного предприятия отметили в своем выступлении также новый полпред ВСКФО Олег Беловенцев и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Сегодня знаковое событие для Чеченской республики, для Северо-Кавказского федерального округа, вообще для России. Ведь в день 60-летия Ахмад Хаджи Кадырова, человека, который вообще заложил мирное развитие Северного Кавказа и был ключевым человеком по прекращению кровопролития в Чеченской республике, на Северном Кавказе, и объединил народы, и человек, который не только был духовным и национальным лидером, политическим лидером в Чечне, он был еще очень хорошим семенином, отцом и дедушкой. И вот его дело продолжает Рамзан Ахматович. Я вам честно говорю, я вот здесь вообще в Чечне первый раз в качестве полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Я под очень огромным впечатлением от того, что здесь сделала республика совместно с федеральным центром. Но хочу сказать, что республика очень динамично развивается, не только является одним из лидеров в Северо-Кавказском федеральном округе, но и во всей России. Потому что есть на что посмотреть и есть чему порадоваться. И то, что сегодня здесь вы делаете, то, что мы открываем, это очень знаковое событие и для республики, и для Северного Кавказа, и для всей нашей великой Родины России. Я вас с этим поздравляю, вы молодцы. И то, что инвесторы сюда идут, это тоже очень здорово. Вы на правильном пути. Уверен, что Чечня и в будущем будет лидером развития нашей экономики. Удачи вам, всего самого доброго. А мы будем только помогать. Мы много в последнее время реализуем и в Чеченской республике, и на Северном Кавказе социальных проектов. Но сегодня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев определили ключевым приоритетом развития Северо-Кавказского региона – это развитие реального сектора экономики. И очень отрадно, что не дожидаясь 2017 года, когда наша основная программа развития региона должна стартовать, мы сегодня присутствуем на знаменательном событии открытии пусковой линии систем сбережения энергии, которые реализованы совместно с партнерами из Республики Корея. Это, наверное, является очень важным подтверждением того, что инвестклимат, а я хочу сказать, что Чеченская республика по рейтингу Агентства стратегических инициатив входит в лидеры по инвестиционному климату, подтверждается реальными делами.
Я уверен, что и этот проект, который входит сегодня в приоритетный по тем критериям, которые определило Министерство промышленности, и многие другие, которые сегодня реализуются в регионе, не только здесь, но и в целом на Кавказе, займут достойное место в формировании нового облика российской экономики. Данный проект реализуется в рамках выполнения майских указов президента России Владимира Путина в части увеличения доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики. Оборудование по производству литий-ионных аккумуляторов в Грозный поставила компания «Коком», а контролировал настройку и сборку лично президент компании Ким Хон Гёнг, который также присутствовал на официальном открытии. Гость из Южной Кореи очень эмоционально выразил свое отношение к сотрудничеству с Чеченской Республикой. У меня честь находиться в Чеченской Республике и представлять компанию Республику Корея. Я хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за то, что он внес свою достойную лепту в развитие такого проекта. Россия, ура! Чечен, ура! Корея, ура! Иншаллах. После официальной части гости перешли к торжественной и перерезали символическую красную ленточку. Далее гостей ждала экскурсия по заводу, в ходе которой им рассказали, что цель этого проекта – организация высокотехнологического производства нанотитана лития по патентованной российской нанотехнологии мощностью 200 тонн в год, а также производство систем сохранения электрической энергии, батарей для электромобилей, нужд МЧС, бытовой техники и научной лаборатории с опытом производства для внедрения новых разработок. Вот такие аккумуляторы мы сейчас покупаем в Корее, будем делать сами. Этот аккумулятор имеет напряжение 370 вольта, емкость 63 ампер-часа, вес 1,5 килограмма. Где применяется? Вот источник бесперебойного питания. Когда делегация во главе с Рамзаном Кадыровым уже собралась уходить, их ожидал еще один сюрприз. На этот раз во дворе завода. На так называемой аллее дружбы им предложили посадить именные деревья. Причем процесс посадки представлял из себя далеко не простое символическое действие. Гостям пришлось изрядно потрудиться. Они всегда меня заставляют. Так, бисмиллах, ответственного человека назначайте из Кореи. Пойдемте, сейчас поможем. Спасибо. Завод по производству систем сохранения энергии – это новое инновационное предприятие, не имеющее аналогов ни в России, ни в Западной Европе. Во всем мире подобные предприятия существуют лишь в США и в самой Южной Корее. Производственная мощность ее будет увеличиваться поэтапно и позволит в общей сложности обеспечить работой около 800 человек и до 2000 рабочих мест в смежных отраслях в Чечне и по России. Таиса Барщигова, Булат Баканаев, Зелим Закаев. Новости.